Друг. Солнце зашло. Тяжело дыша, Гирке лежал на снегу. Кындыкан нашла мох возле мертвого стойбища и приложила к ране, как это делала бабушка. Кровь идти перестала. «Мы немного отдохнем и пойдем», — говорила девочка, обнимая верного друга. «Нам надо найти охотника. Он прогонит волка и разбудит Упы. Упа тебя вылечит. Ты только не засыпай». Ворон улетел. Пути не видно. И где теперь искать охотников? Разве что по ту сторону голубых, укутанных плотным туманом гор, но до них так далеко. «Не спи, Гирке, нельзя спать», — повторяла Кындыкан. А зима так мягко стелила сугробами, так сладко пела вьюгой метелью, глаза сами собой закрывались. И чудилось, будто широкая река неведомой силой подхватила их и понесла далеко да высоко, туда, где мир людей кончается и начинается мир живущих на небесах. «Как много чудес на небе!» – удивлялась Кындыкан, глядя по сторонам. «На земле не меньше!» – смеялась в ответ небо. «Жизнь – вот самое главное чудо. Цени ее прежде всех остальных чудес». Сон таял. Кындыкан еще слышала голос небес, но перед глазами ее была черная, пугающая темнота. Она пошевелилась. Что-то теплое и мягкое укрывало девочку с головой. Кындыкан осторожно высунула голову. Запах жареного мяса приятно защекотал нос. Приглядевшись, она увидела ярко пылающий огонь, а возле страшную волосатую громадину, жадно обгладывающую кости. «Гирке!» — содрогнулась от догадки девочка. Громадина замерла, прислушалась, повернулась к Кындыкан. Это был человек, только очень большой и весь, как зверь в шкуре. Свирепый Чучуна из бабушкиных сказок смотрел прямо на девочку, сжимая в огромных ручищах оленью лопатку. Зарычал Чучуна и бросил в нее кость. Кындыкан съежилась от ужаса, взглянув на упавшую рядом кость. Жуткий Чучуна съел Гирке Коку, а теперь ее съесть хочет. Великан подошел ближе, оторвал желтыми зубами приличный кусок мяса и швырнул на пол. «Я невкусная!» – пискнула Кындыкан, со страху отползая подальше от Чучуны, пока не уперлась в нечто теплое и живое. «Гирке?» «Рге!» – покачал головой Чучуна. «Рге-у!» Отблеск огня озарил оленя. Он лежал на устланном лапником каменном полу. Рана на шее была совсем плоха. Бабушка, видя такие волчьи укусы, хмурилась, долго молчала, а потом брала бубен и долго пела. Некоторые олени возвращались, некоторые уходили насовсем. «Уй-рге! Уй!» – пробормотал Чучуна, потрогал рану. Снова покачал головой и скрылся в другом конце горной расщелины, которая, похоже, служила ему домом. Кындыкан огляделась. Со всех сторон ее окружали высокие стены. На полу, оскалившись, лежала медвежья шкура. Кругом валялись белые обглоданные кости. Вернулся Чучуна с пучком трав и кореньев. Мял их большими пальцами, растирал между ладоней, смачивал слюной и прикладывал к ране. Голос его низкий, тяжелый, похожий на волчий, переходил в странную, незнакомую песню. Гирке то и дело вздрагивал, задевая ветвистыми рогами каменную стену, тяжело втягивал ноздрями воздух и шумно выдыхал. — сказал тихо Чучуна, когда закончил, а олень наконец успокоился и заснул. Великан поднял с пола брошенный кусок мяса и протянул Кындыкан. Мясо аппетитно сочилось соком. При виде еды у нее засосало под ложечкой. Кажется, последний раз на обед была мороженая голубика, что нашел под снегом Кока. Девочка осторожно взяла мясо. Чучуна глухо засмеялся, показывая пальцем на свой рот. Глаза у него не страшные, подумала Кындыкан, такие же, как у людей. Шкура, на которой она сидела, вдруг зашевелилась. Из-под нее вылез маленький любопытный черный нос, а затем и весь хитрюга горностай. «Кока!»
Обрадовалась девочка. Чучуна принюхался. «Эй!» Великан схватил горностая за маленький пушистый хвостик, но тот, изловчившись, выскользнул, укусил Чучуну за палец и юркнул назад под шкуру. «Друг!» — замотала головой Кындыкан. «Друзей не едят!» «Эй!» — обиделся Чучуна и отвернулся. Откуда ему знать про друзей? Кто с таким страшным дружить захочет? «Не смотри, что снаружи, ищи, что внутри», — учила бабушка Кындыкан. И сколько ни глядела девочка на него, сердца волчьего не увидела, только шкуру. Приложив руку к сердцу, она тихо сказала: «Кындыкан». Чучуна повернул косматую голову и внимательно уставился на девочку. «Гирке», — Кындыкан показала на оленя, а потом на горностая. «Кокка», — сделала круг руками. «Друзья». И немного подумав добавила: «Чучуна тоже наш друг». «Гурк», — повторил Чучуна гулко. «Хенде, рге, гурк», — закивал головой и ткнул пальцем в горностая, грызшего тайком украденную оленью лопатку. Заявил: «Ый!» А после снова захохотал так, что стены расщелины затряслись и будто засмеялись в ответ.